Более 2000 инвестпроектов в Башкортостане реализуют на общую сумму около 900 миллиардов рублей. Речь идет о создании 44 тысяч новых рабочих мест. О поддержке промышленным предприятиям мы поговорим с генеральным директором Фонда развития промышленности Башкортостана Анвером Каримовым. Анвер Робертович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие реализуются проекты сейчас в Башкортостане по линии Фонда развития промышленности? В настоящее время реализуется порядка около 100 проектов, которые профинансированы по линии федерального фонда, совместные проекты, поддержанные нами федеральным фондом, плюс наших около 80 с лишним проектов. Это проекты различных отраслей, различных масштабов, но при этом они все современные и все отвечают тем задачам, которые мы получили. Это означает то, что мы идем по новым технологическим проектам, по каким-то новым изобретательским вещам и многие другие вещи, которые делают проекты и вещи современными. Как правило, это какие предприятия, в каких отраслях? У нас 20 примерно отраслей, которые были поддержаны. Особенно активно это химическая промышленность, машиностроительная, безусловно, станкостроительная. Есть легкая промышленность, есть производство мебели и некоторые другие направления, в которых, в общем-то, предприятия успешно растут. И поддержка наша по проектам показала, что они на правильном пути, поскольку они получают признание рынка. А вот расскажите, есть ли содействие со стороны зарубежных партнеров в этих проектах? Определенное содействие всегда есть, потому что есть проекты, которые предназначены для того, чтобы быть реализованы на нашей территории, но с учетом определенных видов оборудования, технологий, которые пока у нас не получили большого развития, поэтому у нас есть активные партнеры за рубежом, это Китай, это Турция, есть некоторые другие страны, но при этом мы не сбрасываем со счетов, у нас есть такая задача активно стимулировать развитие собственных отраслей и производителей. За последние 8 лет было реализовано более 200 проектов на сумму почти 60 миллиардов рублей. Расскажите все-таки самые яркие из них и сколько было все-таки создано новых рабочих мест? За последние 8 лет, когда вы правильно сказали, что поддержано было около 210, даже 11 уже проектов, созданы рабочие места. Это прежде всего тоже высокотехнологические места, которые связаны где-то с использованием робототехники, где-то с определенными знаниями технологических и новых направлений. А с другой стороны, если брать очень яркие примеры, из последних, УЛТ-МАШ недавно мы поддержали, это благодаря тому, что в свое время мы дали ему маленький небольшой займ по собственной программе республиканской, потом была совместная программа по производительности труда, которая направлена. И сейчас они успешно осваивают федеральный фонд. Это предприятие, которое делает огромную работу для нефтяников, нефтедобытчиков, переработчиков и некоторых других направлений. Есть успешные примеры, когда берутся более мелкие, скажем, проекты по размерам, но не менее значимые, когда как раз определенные комплектующие выпускают технологически такие уже подкованные современные компании. Они еще начинают расти только, но при этом они также работают на нефтянку. Но я бы не хотел ограничиваться этой нашей приоритетной отраслью в нашей республике. Есть примеры успешного развития мебельного кластера, я об этом тоже могу сказать. Это производители успешно освоили разные виды мебели, разные, это в том числе корпусная мебель, это матрасы, это детские товары, в том числе они осваивают. То есть направлений много. Мы сосредоточены как на поддержке средств производства, так и тех предметов, которые прямо важны в рознице для людей, для повседневного использования. Как правило, ваша поддержка заключается в том, чтобы выдавать, так скажем, займы компаниям и предприятиям. Расскажите, какие есть все-таки у вас условия при выдаче, так скажем, займов? Начнем с того, что мы поддерживаем предприятия обрабатывающих отраслей, которые поддерживаются и контролируются Минпромторгом Российской Федерации, поскольку есть определенное разделение обязанностей между некоторыми министерствами, мы сосредоточены на этом. При этом мы даем очень льготные займы, у нас собственные программы от 1 до 5%, совместные программы 3,5%, такие же проекты поддерживает Федеральный фонд на таких же условиях. У нас условия помягче, но при этом требования не ниже, есть определенные критерии, мы ведем отслеживание этих проектов. На самом деле примеры такие, что 5-летний займ, он уже начинает работать производство, а он еще не возвращается, потому что каникулы 3 года,
платятся только проценты на 4-5 год, если это такая срочная установка, то она только в этот момент начинает погашаться, когда уже предприятие должно было встать и успешно работать на полную мощность. И такие примеры есть. Я еще раз повторюсь, их даже сложно вспомнить, поскольку мы очень много поддержали. А вот эти займы, они предназначены для чего именно конкретно? В каких целях используют, как правило, предприятия и компании? У нас преимущественно ориентирована наша работа на поддержку при приобретении станков, оборудования, инжиниринговые процессы некоторые, которые связаны с испытаниями, с доставкой, может быть, логистика даже в этом плане. Мы при проверке, при экспертизах, они, кстати, бесплатные, консультации бесплатные, мы как раз это выясняем, и это заносим в наши документы, в наши графики, и мы контролируем это тоже совместно с предприятием, потому что у некоторых даже возникают иногда вопросы, которые они до этого себе не задавали. Оказывается, это нужно вот эту часть, другое. То есть, например, присоединение электрических мощностей потребует не просто их присоединить и получить какие-то лимиты, а, возможно, построить подстанцию или какие-то другие инженерные работы. Вот это мы тоже уточняем с тем, чтобы был проект полноценный, полностью заработал. Со стороны руководства республики уделяется большое внимание развитию промышленности в республике. Расскажите все-таки, помимо займов, какие еще меры поддержки существуют, чтобы могли получить промышленники финансовую или даже иную другую помощь? Республика, я скажу так, у нас очень активно и внимательно, я имею в виду руководство и Радия Фаридовича Хабирова, и правительство во главе с Назаровым Андреем Геннадьевичем, очень внимательно, как говорится, отсматривает ситуацию прямо в тактильном режиме. Еженедельно идут инвест-часы, где перспективные проекты поддерживаются, рекомендуются к различным видам помощи, в том числе рассмотрению на нашем уровне возможности этих займов. Но кроме того, что мы выдаем займы, это изначально наша работа была. У нас есть определенный опыт, который был, скажем так, освоен с помощью правительства Российской Федерации, правительства Республики Башкортостан, когда мы освоили выдачу грантов. Но это целевые такие программы, которые имеют срок, они закончились. Если будет такая же задача, у нас есть достаточный опыт, мы можем им воспользоваться. Кроме нефинансовых, то есть финансовых, есть нефинансовые способы. Очень важно в современных условиях, когда мы идем от лозунга импортозамещения к активному технологическому суверенитету, а впоследствии к технологическому лидерству, как раз освоить вот эти новые направления. У нас ситуация геополитическая позволила недружественным странам уйти с нашего рынка, то есть они хлопнули дверью, но остались у нас определенные проекты, которые надо завершать. И вот для того, чтобы восполнить эти цепочки производственные, кооперационные, как раз республика получила задание в лице нашего фонда освоить функцию управляющей компании промышленных кластеров. Мы этой работой занимаемся. Это создаются производственные цепочки. Сегодня мы создали уже 25 таких кластеров. Они предполагают участие и предприятий других регионов. Это нормально, это хорошо. Есть разделение труда между регионами. И при этом мы являемся в этой работе тоже лидерами. Сегодня этих кластеров по России 103, объединяя где-то порядка 900 предприятий, более 300, они вот как раз в наших кластерах находятся. Это успешный тоже пример, когда поддержка идет не просто методическая, но также есть финансовые возможности, потому что федеральные фонды, то есть не фонды, а бюджет позволяет поддержать эти проекты при защите их. Если там есть инновационность, есть определенные другие вещи. И вот в прошлом году 118 миллионов субсидий мы получили с федерального фонда. Это порядка 40% всего лимита, который был выделен на прошлый год на эти цели. По сумме грантов, я имею в виду, хотел уточнить, каждое предприятие сколько может получить? Какая градация которые есть? были. Сейчас у нас грантовой поддержки нет, потому что, еще раз повторюсь, это целевая, когда есть решение, потому что займы, они возвратные, вернули, мы опять можем кого-то профинансировать. У нас была такая форма, было порядка 50 грантов выдано на поддержку, компенсацию процентных ставок в банках, когда они скакнули в 2022 году. И мы, я помню, что от нескольких сот тысяч до нескольких десятков миллионов были такие гранты. Все зависело от тех параметров займа, которыми руководствовались компании. Есть у нас и другие. Мы на инвестиционные цели выдавали гранты. Они тоже успешно освоены. И есть, конечно, тема поддержки беспилотной авиации, которая также успешно реализуется. Анвер Робертович, порекомендуйте, пожалуйста, предприятиям, представителям компании, в свою очередь, от себя лично, как в нынешних экономических реалиях, какими мерами поддержки воспользоваться, что в целом нужно им делать сейчас?
В сегодняшних условиях, когда есть определенная волатильность на рынках, не все предприятия одинаково успешно работают, и у каждого есть какая-то цикличность, может быть, сезонность, вот как раз хорошо мониторить при развитии своего производства возможности тех сырьевых или каких-то иных комплектующих моментов, чтобы они не оказались очень дорогими, и проработать сбыт, которые рынки нам могут предложить, поскольку это бывает недоучтенно у предприятий, и, к сожалению, они несут лишние издержки, а это как раз на эффективность проекта. Но при этом есть проблема масштабирования производства, которая ведет не только поиск каких-то новых рынков или каких-то новых путей снабжения. Это речь идет об управлении этим предприятием, созданием каких-то новых подразделений организационно. Вот здесь тоже нужно обратить внимание на свою теоретическую подготовку в этих вопросах. Благодарю, Анвер Робертович, за беседу.